Сына и Святого Духа. Сегодня в Евангелии мы чули притчу Господню про таланты, якая вельми важная истины нам открывает. Эта притча у свой час сапраўды была успринята культурой европейской настолько, что это самое слово талант, альбо талент по-белорусски, яно войшло у мовы, розные мовы света. И когда ранее яно обозначало сумму грошей, то теперь это слово обозначает, мы ведаем, что дарование, дар. Когда мы кажем, что у человека есть талент, значит, он имеет некий дар. Вот притча нам говорит про то, что один богатый человек своим подначаленным на некий час доверил свою маемость, свое богатство. Одному дал 5 талантов, вот такую сумму грошей, другому дал 2 таланта, третьему 1. И сказано, что каждому дал по церковнославянству это выраз противу силы его. Значит, по его силах, по отповедности с мощностями каждого. И задача была заключалась в том, как эту сумму грошей, отриманную, пустить в оборот, пустить в некое дело. И тогда был бы прибыток. И вот так, как этот господар чекал, так поступил первый человек, який отримал 5 талантов, так поступил другий чоловік, який отримав 2 таланти, а той, що отримав 1 талант, взяв і закопав його у землю. І він боявся нечто робити з цим доверенным богатством. И он думал, хай оно себе лежит, и я просто верну то, что отримал. И просто ничего не буду робить. И вот когда господар вернулся и стал потребовать справоздачи, то этого непослухмяного раба, негодного раба, и он сказал, выкинуть у темру внешнюю, осудить его. Вот эта притча нам открывает вельми важные истины, которые часто просто совсем переворачивают те уявления, которые бывают среди людей, что не знакомы з Євангелієм або знайомі вельми поверховно. Многие люди розважають так. Коли я у своем житті не роблю великої шкоди комусь, коли я нікого не обокрав, коли я нікого не забив, коли я нікого не подманув, коли я ще некому шкоди ніякої не зробив, а я просто живу так, як мне хочется. Ось. Хочу – працую, хочу – не працую, хочу – ем, что хочу, и роблю, что хочу. Живу так, як мне хочется. То, в принципе, это нормально. Кому якая право на то, як я живу. Так вот, эта притча, бачите, нам абсолютно ясно на таким образным прикладе кажет, что не такая воля Божья, не в тем
воля Божия. И что грех заключается не только в тем, когда человек сапраўды когось обкрадает, когось кривдит, кому-то причиняет зло, а если человек не развивает, не користается теми талентами, теми дарованиями, які Бог дав, не користается для служения Богу. То есть, снова же бывает так, что человек некими, конечно, и потому что эти таленты, они разные, они могут быть и духовные, благодатные дары, які мы маем. Это могут быть и наши сапраўды дараванні, когось есть дар, скажем, до музыки, до спевов, у когось наоборот до математики, у когось кто-то умеет пригожа говорить, а кто-то умеет добро писать. То есть разные есть дары. Дары это так само, это таленты, это и те материальные доброты, які ми маємо, які дадуть нам так само, як служити іншим. І ось усьо, і наші дарування духовні, і той матеріальне, чим ми володаємо, нас Євангеліє учить, притча учить, щоб усьо це нам дадено для служення Богу. Усім цим ми повинні розпоряджатися так, як це, як кажуть, було на славу Божию. Есть одно навіть тлумачення этой детали, что человек закопал талант у землю. А что такое земля, если аллегорично подвести? Вот есть такое тлумачение, что земля – это наша человечая телесная природа. Как ведомо, у Священных Писаний сказано, что человек был створен с земли. Так? И мы ведаем тому, что мы и отходим в землю. И у церковных спевах часто мы чуем словы, звернутые до человека. «Земля неси, и в землю вот идешь». Так, ты земля, и ты в землю пойдешь. Да. Земля еси, и в землю отидешь, а може всі чоловіці пойдем. Мы все туда пойдем, в землю. И вот земля – это наша телесная природа, наша плоть. И вот коли мы тыя дарованні, які в нас есть, тыя таленты, які нам Бог дал, використовуємо и развиваем только для того, как догодить своей плоти, только для того, как нам завжди было, так сказать, поесть сытно, опрануться, конечно, такое пригожее, то есть этим мы зарываем талент в землю, что мы его не використовуем для нечего больше высокого, больше важного, а, конечно, самое высокое, самое важное, самое потребное в жизни – это служение Богу и ближнему. Так Господь нас учит, так и Он сказал, что наибольшая заповедь заключается в том, как человек возлюбил Господа Бога усім сердцем, усей душою, усім разумением своим. Это первая и наибольшая заповедь. И другая, подобная ей, как мы любили ближнего, як самого себе. И вот эти таленты, які нам дадені, ми тому і повинні використовувати на служення Богу і ближньому. Нехай приклад многих святих угодників Божих, у тим ліку і святих апостолів, звернемо увагу, як апостол Павел у сьогоднішнім посланні каже про апостольське служення, як апостоли самоотдано, все покинувши, служили Господу, терпели гонения. Ось такое самоотданное служение Господу повинно и у нас, у всем быть, как и нам, кожному з нас, увойти в
в радость Господа своего. Аминь. Спаси, Господи, вас.